Жим лежа, жим стоя, становая тяга. Эти и другие упражнения теперь сибайцам становятся более понятными. В микрорайоне Восточный состоялось открытие спортивной площадки. Образовательные стандарты и требования времени. В Сибае прошел августовский педсовет. «Сделаем мир лучше». Молодежный парламент города наградил участников экологической акции. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире новости в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Уже в эту субботу, 26 августа, Сибай отметит День города. Запланировано много различных мероприятий, но об этом позже. В преддверии праздника сегодня состоялось официальное открытие сквера «Юность», который находится возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Беркут». Теперь у горожан и гостей города есть еще один повод заняться спортом и вести здоровый образ жизни. Еще пару месяцев назад на этом месте был лишь пустырь. С нуля здесь появилась современная спортивная площадка, которая стала частью сквера «Юность», проекта, запланированного в микрорайоне Восточный в рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда». В дальнейшем здесь появится еще несколько различных зон. Ну а пока все любители здорового образа жизни могут прийти на спортплощадку и потянуть свою физическую форму. С открытием нового объекта сибайцев поздравил исполняющий обязанности главы администрации Сибая Айнур Идрисов. Я думаю, что мы, сибайцы, будем бережно относиться к ним, заниматься. Это доступно для всех. Не как в фитнес-зале, придешь, деньги заплатишь, занимаешься. А приходишь, занимаешься бесплатно. Поэтому мое именно пожелание, чтобы мы сохранили именно в таком виде, замечательно, даже больше благоустраивали вот такой площадку. Здесь посадили цветы, чтобы играли у нас дети. Видно, там сзади тоже детскую площадку, чтобы можно было приходить с детьми. Дети играют там, занимаетесь здесь, родители прогуливаются по кругу. Уличный тренажерный комплекс нашему городу подарил военно-спортивный фонд Башкортостана при финансовой поддержке башкирских распределительных тепловых сетей. Такие спортивные площадки сегодня приобретают все большую популярность в разных уголках страны. Они дают мощный импульс развитию массового спорта. Первый, такой проект был организован в городе Уфе. Открылся он в январе этого года возле торгового центра Башкирия. В сегодняшний день наблюдается очень частое посещение жителей столицы этих тренажерных комплексов. Будем надеяться, что город Сибай будет также. Эти комплексы будут приносить здоровье нашим горожанам. Ну и Баш-РТС планирует продолжение своей программы пожертвований. И, в ближайшее время в городах Благовещенск, Нефтекамск и Салават откроются аналогичные площадки. Спасибо. После церемонии разрезания красной ленты к делу приступили спортсмены. В честь открытия тренажерного комплекса состоялись городские соревнования по силовому многоборью. Сегодня проходят соревнования многоборье, в данном случае пятиборье, то есть приседания, жим, лежа, становая тяга, жим стоя и подтягивание, то есть тяга верхнего блока. Это упражнение, можно сказать, классикой, в принципе, силовых видов спорта. Особенно присед жим становая, оно является классическим и стандартным упражнением для пауэрлифтинга. Вот также подтягивание и жим стоя, в принципе, это взято из тяжелой атлетики. Эти упражнения как раз-таки, думаю, все смогут сделать, то есть очень интересно будет посмотреть. Участники соревнований по достоинству оценили созданные для занятий спортом условия. Тренажеры являются антивандальными. Их отличительная особенность – замкнутая система регулировки веса нагрузки. Еще одно преимущество – разноплановость. Уличный тренажерный комплекс позволяет накачать все группы мышц, от основных до вспомогательных. Тренажеру, я скажу, на уровне, среди нас есть мастер спорта, и ему даже тяжеловато делать, и нам тяжело, и ему тоже. Такая серьезная площадка, нам всем нравится. И сделано так, что тяжело сломать будет. Надеемся, простоит долго она. А вы говорите, тяжело даже мастеру спорта. Вы имеете в виду тот вес, который на соревнованиях? Нет, вообще мы максимальные веса ставили, то есть такие серьезные веса на уровне, скажем так. То есть даже мастеру спорта тяжело поднимать. Все хорошее, все тренажеры нормально. Можно заниматься, главное, желание. Очень здорово, что такая площадка появилась. То есть занимайтесь всегда с умом, читайте правила эксплуатации и разминайтесь перед занятиями. Все. Вы уже размялись? Да, я уже приступаю к упражнениям.
Уличный тренажерный комплекс открыт круглые сутки. Доступ для всех свободный и бесплатный. Территория оборудована камерами видеонаблюдения, чтобы исключить противоправные действия. На открытии этого объекта все выразили надежду, что теперь сторонников здорового образа жизни в Сибае станет еще больше. Лиана Кириллова, Радмир Исенгулов, Гульнара Раскельдина для службы новостей. А теперь более подробно о том, что всех нас ждет 26 августа, в День города. Карта праздника в интервью нашей программе начальника отдела культуры администрации Сибая Элизы Киреевой. Но 26-й действительно будет очень насыщенный и интересный день. Вообще все мероприятия будут проходить под девизом Сибай фестивальный. Это спортивный фестиваль, фестиваль национальных культур, детский фестиваль, творческий фестиваль. Самое главное интересное мероприятие у нас начинается с 10 часов. Это, конечно же, спортивные мероприятия. Впервые в городе мы проводим на стадионе «Труд» спортивные соревнования по стрельбе из лука, из традиционного лука. Там мы ожидаем приезд участников из города Уфы, Белорецка, Учелов, из районов нашего башкирского Зауралья. Людей будет очень много. В 12 часов у нас стартует волейбол без границ соревнований. И в 3 часа мы ждем приезд Эльбруса Нигматуллина, самого сильного человека, наверное, на данный момент в Республике Башкортостан и в России. Фестиваль национальных культур у нас стартует в 14:00. Это, конечно же, конкурс национальных костюмов, конкурс кумуса, мастер-классы по изготовлению национальных костюмов, национальной одежды, различных игрушек. Детский фестиваль у нас стартует в 11 часов в Парке культуры и отдыха. Это интересные игровые программы для детей. В 14 часов фотовыставка детства, которая стартует в Центральной площади. В 16:30 Дом молодежи ждет бабушек и дедушек с внуками для показа мультфильмов. И, конечно же, театральный фестиваль, творческий фестиваль. Это у нас самая главная сцена ждет в 4 часа, где начинается театрализованное представление, чествование наших лучших тружеников, коллективов. Это чествование наших шахтеров, потому что, как вы уже сказали, это с Днем шахтера совпадает. И мы ждем очень много гостей с районов Зауралья. Это самодеятельные творческие коллективы Баймакского, Хайбулинского, Зилаирского района, которые хотят поздравить город Сибай и наших шахтеров с праздником. И также на вечернюю программу Денис Назаров нам делает подарок с города Москвы. Едет нам гость, это диджей Холод. Ну, я думаю, что для нашей молодежи это будет очень интересно. Подходят к концу последние дни августа. Уже на следующей неделе завершатся летние каникулы, и во всех школах страны пройдут торжественные линейки. Однако, если для школьников старт нового учебного года официально дается в начале сентября, то для работников образования таким событием является ежегодный августовский педсовет. Сегодня, 24 августа, работники городской сферы образования собрались на дискуссионных площадках, чтобы обсудить актуальные вопросы образовательного процесса и наметить первоочередные задачи на текущий учебный сезон. Подробности в сюжете Рената Музафарова. По ежегодной традиции в конце августа, накануне нового учебного года, представители муниципальной системы образования собираются на городской педагогический совет. В рамках первой практической части состоялась работа 8 дискуссионных площадок, объединенных единым лозунгом «От идеи к результату». В обширный диалог были включены как руководители образовательных учреждений, учителя начальных классов и предметники, так и педагоги дополнительного и дошкольного образования. Гостей принимали 6 учебных учреждений. Среди приглашенных лекторов ведущие специалисты республиканской системы образования. Делегаты представили собравшимся основные сведения, касающиеся современных стандартов организации образовательного процесса. Для руководителей мы организовываем дискуссионную площадку, куда приглашены гости. Это Лысов Сергей Станиславович. Он будет... Вместе с ними мы будем изучать вопрос правовые основы управления образованием. И вторым вопросом стоит независимая оценка качества образования. И будет выступать кандидат педагогических наук, завкафедрой БГПУ Барсукова Диляра Фергатовна. Я думаю, наша работа будет эффективная и даст какой-то определенный толчок для того, чтобы мы повысили качество образования, условия получения образования, ну и другие вопросы будут обсуждаться.
В рамках отдельных мероприятий обсуждались такие вопросы, как современный подход педагогов к образованию и основной способ совершенствования качества образования, системная диагностика и мониторинг качества обучения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и другие насущные темы. Самой многочисленной по количеству привлеченных к диалогу специалистов стала площадка учителей начальных классов, организованная в актовом зале школы номер 1. Согласно сведениям, в Сибае в грядущем учебном году занять место за школьной скамьей готовится около 1000 первоклассников. Специалистам данного профиля, чьей задачей является вовлечь вчерашних дошколят в образовательный процесс, способствуя их успешной адаптации, необходимо обладать особыми компетенциями современного педагога. Обсуждение данного вопроса отводилась центральная тема прошедшей встречи. С введением стандартов второго поколения, естественно, меняются требования к составлению программы обучения. Естественно, результатами обучения детей по новым стандартам это уже совершенно другие компетенции, которые ставятся перед учителем. То есть учитель должен обладать всеми такими компетенциями, которые бы могли выпустить ребенка в 5 класс, обладающего умением коммуникативному общению, умению добывать знания, применять это знание в своей жизни, ну и так далее. После обеда на базе Центра детского творчества состоялась пленарная часть мероприятия. На площадке перед крыльцом образовательного учреждения расположилась обширная выставка, подготовленная усилиями коллективов школ, детских садов и других учебных заведений города. С докладом об итогах прошедшего учебного года и ситуации, сложившейся в городской системе образования, выступил временно исполняющий обязанности главы городской администрации Идрисов Айнур Фазлетдинович. За последние 3 года была полностью ликвидирована очередность детские сады. Благоприятное воздействие на общее качество образовательного процесса оказывает и программа по передаче непрофильных функций аутсорсинговым компаниям, инициированная в образовательных учреждениях в прошлом учебном году. Затрагивая такой важный аспект, как итоговая аттестация выпускников, Айнур Идрисов отметил, что по итогам прошлого учебного года все сибайские выпускники успешно сдали экзамен и получили аттестаты об общем образовании. Тем не менее, ситуацию сложно рассматривать исключительно в позитивном ключе, по той причине, что наблюдались и ухудшения показателей по отдельным учебным дисциплинам. После собравшимся были представлены сведения о ситуации в системе образования Башкортостана. Место за трибуной занял заместитель руководителя аппарата правительства республики Батыргариев Айдар Флюрович. В числе приоритетов совершенствование работы по воспитанию детей, повышение качества обучения, сокращение сменности в школах, развитие электронного образования, подготовка рабочих кадров и специалистов по наиболее востребованным специальностям. Отмечены успехи в развитии системы образования республики. Совершенствуется содержание образования, внедряются инновационные обучающие технологии. Меняется структура дополнительного образования, растет популярность кружков и секций, связанных с техникой и современными технологиями. Развивается система электронного образования, повышается доступность инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Задачи, стоящие перед республиканской системой образования, значимые и ответственные. У нас с вами есть хорошее правило – не оставлять намеченное на потом, ответственно в полном объеме выполнять все поручения, планы и рекомендации. Сегодня замечательный повод, чтобы обратиться к учительству города со словами самых теплых пожеланий. Именно на вас возложена нелегкая задача воспитания будущего поколения. Пусть вам всегда помогает в этом ваша любовь к детям, тепло ваших сердец, жизненный опыт и профессионализм. От имени руководства республики поздравляю вас с наступающим новым учебным годом, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях. В ходе пленарной части августовского педсовета были рассмотрены ключевые задачи и определены новые ориентиры в работе. Как отметил глава Башкортостана Рустем Хамитов на республиканском августовском совещании, стратегическая задача на сегодня – перевести образовательную систему на современные рельсы, превратить ее в локомотив обновления всех сторон жизни общества. Городской педсовет завершился награждением педагогов. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.
И последнее. В администрации города прошло 4-е заседание молодежного парламента при Совете городского округа 5-го созыва. Помимо отчета о деятельности за летний период, парламентарии подвели итоги экологической акции по сбору макулатуры «Сделаем мир лучше» и наградили самых активных участников. Несмотря на то, что лето – период каникул и отпусков, деятельность представителей молодежного парламента Сибая велась достаточно активно. Самостоятельно и совместно с другими общественными организациями было организовано множество мероприятий. В их числе праздник в парке культуры и отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья, велопарад ко Дню России, акция в День памяти и скорби, мастер-классы для горожан по участию в грантовых конкурсах и по социальному проектированию, разработка и запуск проекта «Сохраним свою планету» по установке в городе эко-контейнеров и многое другое. Члены молодежного парламента Азамат Байрамгулов, Роман Зайдулин, Фаниль Бектимиров и Мария Тарасова приняли участие в первом форуме башкирской молодежи «Асылташ», который проходил на базе Градского озера. На протяжении 4 дней мы жили в палатках, слушали выступления известных людей нашей республики и страны, общались и обменивались опытом самой активной молодежи нашей республики. А в последний день форума все члены молодежного парламента представляли свои индивидуальные проекты. И мой экопроект «Сохраним планету вместе» стал одним из лучших на форуме, и мы получили на ее реализацию 10 тысяч рублей. В ближайшее время мы получим грант и установим еще эко-контейнеры в колледжах и вузе нашего города. Одним из самых значимых проектов, реализованных молодыми парламентариями летом нынешнего года, стала экологическая акция по сбору макулатуры «Сделаем мир лучше». В течение нескольких недель на базе МФК «Зауралья» работал пункт приема отработанной бумаги. На втором этапе организаторы принимали заявки от населения и выезжали на дом. Добавим, что такая акция молодежным парламентом инициируется уже 2-й год подряд. С каждым годом уже акция на уровень уже повышается. В этом году мы уже провели акцию «Лучше» благодаря нашим спонсорам, благодаря нашим партнерам, благодаря совместным усилиям администрации и школ и садиков. Собрали общими усилиями, если быть точным цифрой, 1840 килограмм, но это еще не окончательная цифра. Люди еще до сих пор звонят с просьбой о том, чтобы макулатуру забрали из дома или из какой-либо организации. Как отметили представители молодежного парламента, все вырученные от сдачи макулатуры средства пойдут на озеленение города. В нынешнем году количество участников акции превысило прошлогодние показатели, и это не может не радовать. К проекту активно подключились не только отдельные горожане и общественные организации, но и коллективы образовательных учреждений. Молодежный парламент, так скажем, при Совете городского округа города Сибай уже 2-й раз такую акцию объявляет. Это было в 2016 году, мы принимали участие, в 2017 в этом году принимали участие. Но сбор макулатуры, это мне так кажется, что испокон веков еще сбор шел так, ведь еще мы были учениками, когда-то сдавали. Сейчас мы совместно организуем эту акцию с родителями, с воспитанниками нашими. И сделать наш, так скажем, город чище, это для нас, наверное, так думаем, основная цель. За активное участие в реализации проекта молодежного парламента по экологическому воспитанию молодежи благодарственные письма в этот день получили представители детского сада «Сулпулар», школы номер 7, лицея «Ирандык», местной общественной организации по поддержке социальных проектов «Вперед Сибай», местного объединения предпринимателей «Опора Россия», горожане, спонсоры, а также информационные партнеры. В дальнейших планах парламентариев только развивать экологическую акцию и включать в нее новые направления. Лена Кириллова, Ренат Музафаров, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина для службы новостей. Такими были новости четверга. Я прощаюсь с вами. Удачи и только хороших новостей. Увидимся.